чистейший и ценнейший человеческий генофонд. В Средней Азии являются таджики. Не другие. Таджики являются тоже одним из самых древнейших народов Средней Азии. Они тоже ниоткуда не приходили. Это представители Персии. Это ираноговорящие люди. Это персидская цивилизация. Это одна из самых мощнейших, самых развитых цивилизаций в древности. Так вот, эти люди есть. Они хранят в себе этот генофонд. Таджики – это арийцы. Это чистейшая, ценнейшая национальность. Генофонд, человеческий генофонд. Таджики являются самыми красивыми людьми в Средней Азии. И в связи с этим, и это особенные люди, таджики. Это добрейшие, мудрейшие, умнейшие люди. Сами таджики – это настоящие мусульмане, правильные настоящие мусульмане. Очень большая ошибка судить самых к таджикам относиться как к каким-то слабеньким, таким-то никчемным гастарбайтерам, типа таджик, да? Вот. Я хочу сказать то, что когда в следующий раз увидите таджика или встретите какого представителя этого народа, так знаете, что таджики на голову, а может и на 2 головы выше, лучше во всех смыслах всех остальных народов СССР. Нравится вам или не нравится? Они арийцы. Это чистейший, ценнейший человеческий генофонд. Вот до них дорасти надо. Дорасти надо до них. Так что таджики такие. Таджики очень сильные. Это наисильнейшие, наимудрейшие. Самая красивая национальность Средней Азии. Очень древнейший народ. Очень древнейший народ. Это Персия. Это представители Персии. На территории СССР кто с ними может поравняться с Персией? С этой мудростью. Вон, азербайджанцы тоже представители Персии. По ним же видно. Тоже очень образованная нация. Так что вот так вот, дорогие мои мусульмане и не мусульмане. Прошу вас помнить о том, что когда вы видите таджика, помнить о том, что этот народ генофонд. Вот, может быть, не конкретно личность, которая перед вами. Может он там дворник, уборщица, что-то, может гастарбайтер, да, но в жилах этого человека течет арийская кровь. Нравится вам или не нравится, это никого не интересует. Факт остается фактом.